Пианисты демонстрируют зрителям свои навыки и умения. В зале звучат произведения Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора, педагога и музыкального дирижера. Именно его творчеству посвящен тематический концерт. Под руководством педагогов ребята творят чудеса. Учиться музыке – тяжелый труд, который требует усидчивости и трудолюбия. Но юный музыкант Тимофей Коновалов не жалеет о своем выборе. На отделение фортепиано его отдала мама, которая разглядела музыкальные задатки сына. И вот уже 3 года подряд мальчик постигает мир звуков. До этого концерта Чайковского мне понравилось произведение «Мазурка» и «Трипак». Я играл сегодня мазурку и трипак. Трипак мне понравился тем, что это дуэт, сделан 2 человеками, а мазурка – это такое произведение, оно заигрывает с зрителями, и мне очень нравится это произведение. Петр Ильич Чайковский очень любил детей. Об этом говорит его известное высказывание о том, что цветы, музыка и дети составляют лучшее украшение жизни. В свою очередь, ребята тоже демонстрируют любовь к композитору своим мастерством. Мне очень понравился. Готовились мы довольно долго. Учителя вкладывали в нас всю силу, чтобы мы хорошо сыграли. Произведения там очень красивые были, все хорошо сыграли. Воспитанники школы искусств участвуют в различных конкурсах и смотрах, а такого рода тематические концерты устраивают 2 раза в год, чтобы познакомить детей с творчеством именитых композиторов. Мы говорим о творчестве композиторов, о различных жанрах музыки, которых много. Мы немножко действуем это в целях просветительства, для того, чтобы дети, мы же не только обучаем игре на фортепиано или на каком-то другом инструменте, мы просто хотим научить детей любить и понимать музыку. Вот с этой целью и мы проводим наши ежегодные концерты класса. Программа мероприятия насыщенная. Организаторы подготовили не только концертную программу, но и выставку картин выпускницы художественной школы Заиры Евлоевой под названием «Я выбираю искусство». К экспозиции девушка готовилась целый год. На суд зрителей она представляет 21 картину, написанные в разной технике. Я готовилась к этой выставке почти целый год и решила показать людям, как я рисую природу. И большая часть моих картин – это пейзажи и живопись. Также здесь присутствуют и картины, содержащие анималистическое, это когда рисуют животных. Также можно найти и несколько картин с графикой, когда рисуют с простым карандашом. Возраст юных мастеров варьируется. Заниматься рисованием приходят дети от 7 лет и старше. Обучение длится 5 лет. Я сюда пришла в декабре, и я попросила своих родителей, чтобы они меня сюда отдали. Научилась рисовать разные цветы, деревья, природу, животных. По словам педагогов, в стенах школы искусств дети учатся любить и понимать прекрасное, а это развивает их внутренний мир, обогащает духовно. В художественной школе дети на ИЗО-отделении обучаются 5 лет. Посещение у нас хорошее, дети любят рисовать, хотят ходить. Нам бы, конечно, побольше бы здания, но тогда бы мы разместились. Конечно, тесновато, но детей желающих очень много. Преподаватели школы искусств пытаются создать комфортные условия для каждого воспитанника, чтобы ребята смогли поверить в себя и осознать свои возможности, будь это музыкальные или художественные. Тамара Хашагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.